Короче, дальше идем. Вот здесь мы, кстати, подъехали сюда. А здесь Маша. Где она там? Вот туда вот. Маша, быстренько. Это маятник Фуку. Вот говорят по этим же билетам. Там что-то качается. Так, башня Фуку. Здесь находится 16. Маша, быстро. Доказал он его с помощью маятника сочного веса. С тех пор такие маятники также носят его имя. И вот одна из копий находится в нашем планетарии. Перед вами маятник Фуко. Мы сегодня с вами проведем небольшой эксперимент, который вам наглядно продемонстрирует вращение Земли, потому что, находясь на поверхности планеты, мы это вращение не чувствуем и не ощущаем. Пару слов о технике безопасности, потому что у нас очень много детей. Ребята, на первом этаже, кто находится, обращаюсь к вам. Я сейчас раскачаю маятник. Колебаться он будет, смотрите, только вот в одной плоскости, но когда он начнет это делать, ходить или бегать вот здесь запрещено. Знаете почему? Потому что вес у него 32 килограмма. Если вы вдруг с ним столкнетесь, будет неприятность. Хорошо? А нам неприятность не нужна. Договорились? Да. Да, отлично. Он будет колебаться недолго. Все произойдет очень быстро, потому что у нас какая задача для эксперимента? Мы должны с вами увидеть, как наша Земля немножко сместится во время того, как она вращается. Ну что, я запускаю маятник. Вот у нас очень холодный, вы смотрите. Стены у нас холодные, вообще. Сибирь. Нет, дело не в этом. Башня Фуко все время холодная. А можно чуть-чуть Башня Фуко все время холоднее, чем на улице. У нее влажность здесь такой свой микроклимат. Даже зимой здесь холоднее, поэтому зимой у нас экскурсий нет. Вот смотрите, что я еще делаю. Я ставлю вот такие фишки, как некое препятствие рядом с маятником, но так, чтобы маятник это препятствие не задевал. Если бы наша планета не вращалась вокруг своей оси, то, установив фишки таким образом, маятник никогда бы их не коснулся. Сейчас, подождите, мы это регулируем. Ну что же нас ждет с вами? Что нас ждет в ближайшем будущем? Меня уже вперед рассказывают, да? Так вот, да, все верно. Мы с вами с Землей пододвинемся вот в этом направлении. Уже пододвинулись, и маятник собьет. Уже сбил, да? Первую фишку, потом оставшиеся по порядку, без какого-либо вмешательства со стороны. Но почему же так происходит? На самом деле на это целых две причины. Первая причина – это то, что наша Земля вращается вокруг своей оси. Мы с вами жители северного полушария. Для нас Земля вращается, для наблюдателя на Северный полюс, против хода часовой стрелки. Поэтому я показала, что мы вот так повернемся. Но этого недостаточно для того, чтобы состоялся эксперимент. Ребята, давайте еще чуть-чуть потерпим, да, я расскажу. Вторая причина заключается в самом маятнике, точнее в его свойствах. Все маятники, маленькие, там, гигантские, неважно, обладают уникальным свойством. Их колебания не зависят от вращения Земли. Берем маятник, запускаем в любой точке пространства, и плоскость колебания как бы застывает на месте и не двигается. То есть получается, что плоскость колебания, вот она застыла, а Земля вращается. И за счет неподвижности плоскости колебания, когда мы с Землей пододвигаемся, маятник сбивает эти фишки. Но не все так просто.
Что же мы зрительно с вами наблюдаем? Мы же не наблюдаем, что мы стоим, раз нас снесло, да? Вот. Мы вроде как остаемся на месте. А что же происходит с маятником, если мы как наблюдатели действуем? А нам будет казаться, что плоскость колебания маятника делает медленный поворот, причем в сторону, противоположную вращению Земли, то есть от часовой стрелки. А мы вроде как остаемся на местах. Получается, что я вроде как противоречу самой себе. Говорю, что плоскость не меняется, неподвижная, тут же говорю, она поворачивается. На самом деле никакого противоречия нет. В эксперименте с маятником Фуко наши глаза нас обманывают. Мы видим реальность противоположной такой, какая она есть. То есть, на самом деле, действительно, плоскость неподвижная, а Земля вращается вокруг, да, неподвижной плоскости. Но по факту мы будем видеть, что поворачивается плоскость, потому что мы вращаемся, и, наблюдая за плоскостью, она будет казаться, что поворачивается. На самом деле, для подтверждения моих слов, у меня есть такой экспонат, но из-за того, что у нас слишком много, вот первый, второй этаж занят, я не знаю, конечно же, вы вряд ли увидите все, да, и хорошо рассмотрите. Как это объяснить явление, да, что мы видим противоположные вещи? Смотрите. Вот у меня есть крестик на глобусе, который обозначает точку эксперимента с маятником Фуко. И у меня есть линейка, которую мы принимаем за плоскость колебания. И вот мы запустили маятник, на крестик я поставила, и вот его плоскость, да, понятно? И она неподвижна, и она действительно неподвижна, но Земля продолжает вращаться. И что мы наблюдаем относительно крестика? Что как бы плоскость поворачивается из-за того, что Земля вращается, но линейка остается неподвижной. Вот этот принцип, если его перенести на наш эксперимент, как раз мы и наблюдаем в этом нашем эксперименте. Я остановлю на всякий случай, потому что детей много. Грамм. У Жана Фуко был 28, очень близко. А вот длина отвеса несравнима, потому что у нас около 15 метров. Это для сравнения как пятиэтажный жилой дом. У нас для посетителей первые 2 этажа открыты техники безопасности, на которых вы, собственно говоря, и разместились. Ну что, я, кстати, пользуясь случаем, вас всех приглашаю на наше мероприятие. Так, ну вот там сейчас мы только были, маятник Фуко, вот это планетарий. Вот сюда вот машины подъезжают. Довольно сложный заезд. Там интересная какая-то скульптурная композиция. И сейчас я отключаюсь, наверное, да? Мы проходим туда. Или может, Маша, еще время есть у нас? Давай он вниз сходим. Вон туда вон. Ну давай. Немножко. Ну тогда здесь постой. А я вон схожусь. Вон тут фотографируют. Давай пофотографируемся хоть. Вот и уже все надоело. Хотя такое место интересное. Давайте с вами спустимся. И тут походим. У нас еще есть время до начала сеанса. И посмотрим, что же здесь. Это часы. Что, тоже красиво нельзя сесть? Какие-то. А ты считаешь, это красиво? Так вот. В виде лучей клумбы. Вот написано Марс. Видите? Там вот тоже самолет Венера. Какой самолет? Ракета. Ракета. Здесь такой вот мостик интересный. А это что такое? Так, табличка аллеи высажен Новосибирским ЛПУМГ Газпром Трансгаз Томск.
место для гуляния, да? В общем-то. Ну и все. А вон Маша у нас идет. Сейчас мы с ней сделаем пару снимков, а продолжение будет в следующей части.